Сегодня в Якутске прошла 5-я по счету благотворительная акция «Путь к дому». Ее смысл в том, чтобы максимально помочь лицам, освободившимся из мест лишения свободы, бездомным и всем нуждающимся людям. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. На небольшой площадке акции «Путь к дому» собрались десятки людей, нуждающихся в помощи. У каждого из них за плечами целая история. Но делятся они неохотно, говорят, что стали жертвами обстоятельств, от которых никто не застрахован. Среди них и Александр. Он не в первый раз посещает эту акцию. Нужда, конечно. Кому жить негде. Кто бичует, бомжует. Многие под домами живут, где попало. Где ночь застанет. Если, не знаю, пойду в терях, попробую устроиться. Просто посоветовали обратиться к ним. Они помогут мне с работой. Путь к дому проходит в Якутске в 5-й раз. По словам организаторов, по итогам прошедших акций из более 200 обратившихся свыше 80 пожелали социализироваться. Часть из них устроилась на работу. С каждым идет индивидуальная беседа, какие проблемы, как им помочь, постараться. Потому что вот сейчас даже вот ко мне обратился мужчина, который уже говорит, я 12 лет без паспорта. Вот сейчас мы решаем вопрос, чтобы он попал в эту некоммерческую организацию по помощи таким вот людям, да? Активное участие в акции принимают неравнодушные предприниматели. Один из них безвозмездно организовал на площадке пункт горячего питания. Сами каждый день сталкиваемся с такими людьми, и как бы хотелось бы от нас какую-то хотя бы помощь им оказать. К решению проблем здесь подходят основательно. В акции участвуют около 50 специалистов разных направлений, которые готовы помочь каждому нуждающемуся. Здесь они могут пройти флюорографию, сдать кровь на ВИЧ. С ними работают профессиональные психологи, помогают трудоустроиться, могут помочь с восстановлением документов, а также с временным проживанием. Основываясь на опыте прошлых лет, акция помогает людям восстановить родственные связи. Для этого здесь работают представители землячеств разных районов. Есть примеры, когда восстанавливаются родственные связи, есть примеры возвращения граждан Верхоянский, Чурапчинский, Верхневилюйский районы. Поэтому мы последнюю уже вот акцию, 4-ю, 5-ю, активно привлекаем землячество. И сегодня мы видим, у нас среди участников принимают представители Ивена-Батантайского, Горного, Аймиконского и Менина-Кангаласского улуса, вот Верхневилюйского улуса и Алекминского улуса. Как с нами поделились организаторы, сегодня людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, несмотря на все предпринимаемые меры, не становится меньше. Поэтому акция будет проводиться до тех пор, пока ситуация не улучшится. 6-е мероприятие планируется уже в следующем квартале этого года. Юрий Осипов, Григорий Николаев, Якутск.